И переход, ваша улица, наша площадь. Янаев, Буги і всякі другі знищені, але не знищені янайчики, пущики, яких у нас повно у Мінську. І дементейчики! Если мы с вами сегодня не воспользуемся политической ситуацией и не сделаем доброе дело для нашей земли, стыд нам будет и позор. Поэтому надо стоять насмерть. Я призываю вас, граждане, до тех пор, пока мы не совершим свое дело конституционным путем, закрытым везде. Живе Беларусь! Хочется из стены этой посвящения глядеть у твари, а злые, бридкие, какие там сидят. Я не говорю про всіх, я говорю про ту участку депутатів, яким ви вручили владу, і які в час перевороту ганебно обосновалися на дачах. Сьогодні ми отримали з Могилєва текст, як секретарі первичних партійних організацій Могилєва в перший день дружно підтримали спробу, дружно підтримали рішення ГКЧП. Это ганьба для этой партии, и после этого она не имеет права морального працевать и денежить на территории нашей республики. Звестки, какие мы отримали, каналы, и часть из яких уже опубликовано, становятся недовольными. Псковский завод обсталявання сувязі в день перевороту отримав заказ на 250 тысяч пар наручников, терминовую нарихтовку и гарантии от Ураза Павлова в полном забезпечении металлом. На наручники у их металлу хапає. У нас есть звестки, что такий ж цех запрацював на одним з заводів в Мінську. Я закликаю еще раз усіх прийти сюди, бо тут прийдеться постоять, прийдеться некий час витримати, але повинен скончитися цей проклятий пригнет цих лгунов, які умудрялися заявляти про свою прихильність до демократії і суверенітету, і ганебно зрадили, кинули у перший ж день это. Живе Беларусь! Я вам зачитаю официальный документ аршанских властей, которые поддержали путч. Но я знал, что они поддержат и в конечном итоге откажутся от своей поддержки. Поэтому, обратившись с заявлением на проведение митинга, они дали следующий ответ. Я его зачитываю. Рассмотрел заявление граждан Жаврова, Грачук, Нехаева о выдаче разрешения на проведение митинга, исполком Аршанского городского совета народных депутатов решил: первое. Выдаче разрешения на проведение митинга гражданам Жаврову, Грачуку, Нехаеву отказать. Основание. Постановление номер 1 Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР. Второе. Считать возможным трудовым коллективом высказать свое отношение к событиям, происходящим в стране, в формах, не запрещенных вышеуказанным постановлением. Эти люди должны пойти под суд. Все коллективы и рабочие оказались не защищены. В момент, когда я обратился к аршанцам остановить работы, чтобы поддержать Ельцина, это мудрейшее было решение. Если бы вся Белоруссия в один день остановилась, то конкретно некому было бы действовать от лица народа. Но мы все молча пошли за станки, это была ошибка. После этих действий мы приняли в себя конкретное решение. И на сегодняшний день мной передано депутату Глушкевич заявление в Верховный Совет Беларуси, где я прямо сказал: в связи с тем, чтобы не допустить новых провокационных действий в отношении переворота, я, гражданин, председатель стачком Аршанского инструментального завода Разумов, приступаю к формированию Национальной гвардии. Пусть знают, если они попытаются это совершить, то Национальная гвардия, которая будет формирована мной, возьмется за оружие для того, чтобы защищать
так, как те собиравшиеся первые добровольцы, уехавшие в Москву с оружием в руках, нашу человеческую свободу и жизнь. Вы пришли сегодня сюда, как москвичи, как ленинградцы, и сегодня самое главное выражается тут, на этой площади и в той зале. Сегодня оппозиция пропонує заборону діяльності комуністичної партії, націоналізацію майомості, створення у вас войска і гэтак далей. Але буде тільки одна до вас просьба. Будьте тут, не розходьтеся. Коли ви тут, коли ми відчуваємо своїми спинами вашу підтримку, нам легче змагатися з большевиками. Шановні представники Страйкама і представники Білоруського народного фронту, я пропоную вибрати вам старшиню нашого сходу на площі. Пропоную професора Ярослава Вікторовича Хадику і його намісника Ячорку. Чому я це пропоную? Настав такий час, коли з'являться шмат скоморохів і Жириновських, і всяких провокаторів, які будуть говорити всякую лухту. Не треба їх слухати, треба слухати розумних людей, які будуть розумно вести наш сход. Треба не забываться, что мы цивилизованный народ, мы цивилизованным шляхом оборонили законность, мы законным чином идем до нашей незалежности и до нашей свободы. Прошу проголосовать. Кто за мою пропанову, как Юрась Викторович Хадыка, его наместник Ячорка, были керівниками нашего сходу на площади? Прошу опустить. Кто супротив? Сподіваємося на вашу підтримку. Живе Беларусь! Братья и сестры, мы пережили с вами действительно очень тяжелое время и крайне тяжелые дни. Но в каждой драме, в каждой трагедии есть своя сладость. Потому что даже если в Белоруссии уже 20 августа в 3 городах, в Новополоцке, Борше, в Минске, нашлись люди, которые не побоялись выйти на площадь для того, чтобы отстоять это хрупкое здание демократии, которое мы строим на протяжении уже 6 лет, то честь и хвала тем, кто вышли на площадь. Сегодня, как никогда, решается подлинная судьба и подлинного суверенитета Белоруссии и всей его дальнейшей жизни. Еще раз я призываю всех вас быть на этой площади до окончания сессии, для того, чтобы не только поддержать, но для того, чтобы быть истинным глазом народным как глазом Божьим. Потому что для нас сегодня самое главное — это свернуть голову коммунистической гидре, чтобы она перестала керовать народом. Являются практически все и членами ЦК уйти в отставку, либо признать. Флаг пусть повесит. И путем дезинформации решает. Спасибо. Освободят меня Верховный Совет и Сенат освободит. Спасибо. Машина. Тише, тихо, не Значит, мешай. обращение было непосредственно от депутатов городского совета вот сейчас. Мы вместе посоветовались, приняли решение, и в течение минут 40 машина будет на площади. Поэтому вызвана машина. Зараз пойдем покуль на пляж, а коли я про 40 хвилин не буде, так узденем над гэтым будинком червоно-белый стяг.
Сьогодні якраз критичний момент. І один шанс, коли ми можемо разом з вами перемогти диктатуру і усталювати демократичний лад на Білорусі. Допоможіть нам. Я звертаюся до всіх білорусів, до всіх жителів Мінська. Приїдьте на площу, допоможіть нам змагатися з цією диктатурою. Живе Білорусь! Живе! 19 августа народные депутаты СССР от города Гомеля, Корниенко, Воронежцев разным утром выехали в Москву. Мы там тоже были, я тоже там был, на баррикадах. Мы посмотрели, как россияне сражались за свою свободу. Больше меня всего поразило то, что там молодые ребята. И я обращаюсь сейчас к милиционерам, особенно к молодым. И ОМОНовцам, особенно к молодым. Подумайте, москвичи победили только по одной причине. Молодые ребята, которые сидели в танках, не стали стрелять, народ. А молодые ребята, которые пришли защищать Белый дом, отдали свои жизни. По сегодняшнему заседанию видно, что этот Верховный Совет не руководствуется не Конституцией СССР, которую они говорят, что мы должны защищать. Казалось бы, там все тоже расписано. Они не руководствуются не Конституцией СССР и, по-моему, не нравственностью, не моралью. Остался вот сейчас после перерыва, наверное, последний шанс. Если все-таки Верховный Совет примет предложенную повестку оппозиции, в чем я глубоко сомневаюсь, и примет те проекты постановлений по каждому пункту этой повестки, то может быть еще родится какое-то слабое чувство того, что все-таки мозги Верховного Совета начнут работать в службе народного управления. Хотя я не верю в это. Но если не примет, надо ставить кардинальный вопрос один – распуск Верховного Совета. Другого пути нету. Надо объяснить народу России, что пусть мы на время еще раз подожмем наши ремни, пусть мы затратим денежные средства на выборы, но, наконец, не надо тянуть, потому что это затянет нас в болото. Как идет голосование, как вопросы, которые нам надо решать, эта хунта не хочет решать. Значит, обстановка накалилась до предела. Мы сейчас обратились к минчанам по радио, чтобы они сюда собирались. Ничего делать в этом плане. Я прошу вас, что ли? Остановите! Ничего надо! Пойдем! Пойдем на площадь! Там оттуда до хлеба! Хлеба буквально! Если не будет, то хлеб будет! Люди! Погодите, показали. А это кто такой?
установитель группа делегатов Совкома на сессии Верховного Совета. Из 7 человек удалось прорваться только 3. Нас спустили, правда, в зал заседаний. Мы слушаем и смотрим этот бардак. Вот что он творится. Значит, зараз, як ви чуєте, то, що повинно було статися. Фактично, у залі Верховного Совета секунда. У їхніх руках кнопки. І вони вирішили любими шляхами вижити на этой сесії. Это, разумеется, они зараз опинилися у таким становищі, як неколи у Гашека, коли ви пам'ятаєте бравого солдата Швейка, один гандляр продавал австрийской армии корову. Корова была худая, одни кости и шкура, и старая, напевно, 200 годов. И тем не меньше, он так клялся, что это хорошая корова, что якая она молодая, якая она сытая, як она доится, что те австрийские офицеры выкушали в очи, и от невероятности не могли видеть, как так можно говорить. И они начали плевать на этого гандляра, сейчас стеком, топтать. И он все равно на земле кричал, что очень хорошая корова, купите, доится и так далее. И настолько они были уражены, что не купили эту корову. Вот глядячи на эту пункту, у меня такое выражение, что они хотят продать корову. Ніякого моралі, ніякого, що б не було, вони глядять собачими машинами і завтра успіхаються. Для нас не зостається ніякого зараз вибору, а крім того, як рихтуватися до усеагульної всебілоруської забастовки. Отбудется лягальная забастовка. Я не ведаю, як отнесется наш народ, слухаючи ось этот цинічний спектакль. Але коли гэтага не адбудзецца, то гэтыя самыя кунцісты, якія рыхтавалі нам ужо рэпрэсіі на 5-6 дзень, ужо было ўсё падрыхтавана. У нас ёсць звесткі, каго ў першую чаргу павінны былі арыштаваць і адправіць на той свет. То калі гэтага не адбудзецца, то ўсё зыдзе з рук. Нам плюнуць у 100 раз у обличье, и будем мы ходить на наши рабочие места, глядеть у их циничные физиономии, слушать их циничные речи об консолидации и так далее. Тому, коли вы ходите отсюда вечером, коли скончится это посещение, не знаю, может сессия не скончится сегодня, может будет перетягнута на завтра, то это питание треба ставить. Рыхтоваться терминово до усеагульной стачки. Толькі гэта можа выратаваць і ставіць пытанне такім чынам аб роспуску гэтага Верховного Совета, які з'яўляецца антынародным і які не мае ніякага даверу народу. Ніякага даверу. Аб адстаўцы Дементея, як чалавека, які засведчыў сваю прыхільнасць і сваю падтрымку функцій і тым самым зрабіў крымінальнае злачынства. Такі чалавек не можа займаць пасаду першага чалавека ў рэспубліцы. Это павінна быць палітычная забастовка. І трэба памятаць, што мы змагаемся за наши правы, за наши конституційныя правы, за свободу нашай бацькаўшчыны, за дэмакратыю. Мы змагаемся супраць злачынцаў, якія павінны панесці пакаранне па закону. І яны хочуць уцячы ад гэтага закону. Все наши дзеянні накіраваныя на грамадскае непадпарадкаванне, на палітычныя забастовкі, на патрабаванне прыцягнення іх да адказнасці по закону з'яўляюцца законнымі. 73 года большевики пытались нам внушить одну единственную мысль, что и они от Бога, как власть. Да, истина, всякая власть от Бога. Даже если эта власть коммунистическая была дана нам в наказание за наши грехи и за наше безволие, за наше нежелание служить Господу Богу своему, за то, что мы презрели в себе самое бесценное сокровище, что мы не обезьяны, что мы человеки, что мы вершина творения божества, что сотворив человека, Господь упокоился от трудов своих. Да, всякая власть от Бога. Но я хотел бы, чтобы мы поняли, что пока мы не отречемся
от этой сатанинской коммунистической идеологии, пока мы не поймем, что на ней тайного печать, печать антихристового служения, мы никогда не станем свободными. Если именно здесь эта фашистская хунта предпримет попытку привести в отдельно взятой республике государственный переворот и попытается сделать то здесь, что не удалось сделать ни в демократически настроенной Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни вообще в Советском Союзе. Вот почему нам очень важно, чтобы вы отказались сегодня от частного, чтобы вы прониклись единой мыслью, что только в единстве, только плечом к плечу мы можем раздавить эту большевистскую гидру. И хватит прикрываться словами о простых коммунистах. Сегодня нет простых коммунистов. Либо я помогаю этой проклятой Богом власти, либо я действительно человек и хочу жить по-человечески. И да благословит вам Господь. Тихиня в больницу увезли. Наслышаны. Лёвного еще Спокойно, все спокойно. Мы европейцы, вспомните.
Все, хай идут, отпускайте, хай идут. Ветераны, ветераны! Яких